Летний сухумский вечер наполнен музыкой. В стенах Государственной филармонии совершается маленькое чудо. Завороженные зрители, внимая тому, что музыка говорит без слов, не сводят глаз со сцены. Музыканты Роман Головин и Георгий Пайдютов погружают гостей концерта в бесконечное многообразие звуков и, как и завещал Бетховен, высекают музыкой огонь из душ человеческих. Роман Головин, концертный исполнитель по направлению фортепиано, поделился эмоциями, мыслями и ожиданиями от предстоящего выступления. Эту прекрасную страну, на самом деле страну души, в которую я влюблен. Я здесь уже 10-й раз. Да. На сей раз вот рискнули совместить отдых с работой. Ну, с работой в хорошем смысле. Роман Головин и Георгий Пайдютов – частые гости нашей республики, однако прежде им не удавалось порадовать жителей Абхазии своим талантом. Музыковед Эсмаджения рассказала, что идея провести концерт возникла спонтанно и оказалась принята на ура, ведь музыканты не только обладают колоссальным опытом, но и представляют собой весьма необычный и редкий дуэт. Они предложили выступить на нашей сцене, мы с удовольствием ухватились за эту идею, потому что нам понравились составляющие этого ансамбля. Дело в том, что у нас не так часто выступают иные, да, инструменталисты, помимо, там, скажем, пианистов, которых мы хорошо, да, знаем и привычно для нас, скрипачи привычные, а тут вот на нашей сцене сегодня будет кларнетист. Обширный репертуар, представленный музыкантами, включил в себя сочинения Рахманинова, Бетховена, Баха, Шопена и многих других. В стенах филармонии звучали аккуратные переливы 13-й симфонии Моцарта в исполнении Романа Головина, задорные ритмы джаза и симфонии Бетховена в переложении на кларнет. Эсмаджения делится. Кларнетисты – большая редкость. Их мало и в Абхазии. А потому выступление талантливого и именитого кларнетиста Георгия Пайдютова не только торжество искусства, но и возможность привлечь внимание зрителей к этому инструменту. Это не секрет, что наша музыкальная сфера испытывает некоторый дефицит вот таких вот инструменталистов, духовых, струнных, и поэтому любая возможность представить такое профессиональное исполнение на этих инструментах для нас бесценна, потому что всегда есть шанс, что в зале окажется ребенок или его мама, папа, которые вдруг, может быть, впервые, а может быть, не впервые услышали инструмент или подзабыли о нем и примут решение отправить ребенка заниматься именно этим инструментом. А в оркестре всегда есть для этого вакантные места. В музыке всегда есть нечто неуловимое, не поддающееся записи. Многие говорили о музыке, но могут ли высказывания быть сильнее сочинений, симфоний и опер, вокальных партий, романсов и сонат? Ведь музыка – язык поистине общечеловеческий, понятный каждому из нас. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.